Роль женщины в обществе, семье и профессии менялась по мере развития человеческой цивилизации. От удачливой подруги охотника на мамонтов до могущественной монархини, от малограмотной крестьянки до обладательницы Нобелевской премии, от домохозяйки до главы транснациональной корпорации. История женского движения в Кыргызстане насчитывает 100 лет. Именно в 1925 году, 5-6 марта, прошел первый женский съезд, созванный Каракиргизским обкомом. На нем женщины обсудили свое реальное положение в жизни и обществе Советского Союза, вовлеченность девочек в процесс образования, а также свое участие в советском строительстве. В годовщину первого женского съезда в Кыргызстане прошел национальный форум «Женское лидерство, изменившее эпоху 100 лет». Поздравления главы государства зачитал государственный секретарь Суинбек Касмамбетов. А спикер Джукурку Кенеша Нурланбек Тургунбек-Улу отметил, что женщины Кыргызстана всегда были сильными личностями и внесли неоценимый вклад в развитие и становление нашего государства. Сегодня женщины Кыргызстана трудятся наравне с мужчинами, осваивая сложные профессии. Кыргызстан сегодня занимает лидирующие позиции в соблюдении гендерного равенства. В парламенте Кыргызстана сегодня из 90 депутатов 20 составляют женщины. Законодательный орган в будущем должен акцентировать свое внимание на принятии законов, защищающих и поддерживающих женщин. На законодательном уровне в Кыргызстане делаются большие шаги по вовлеченности женщин в жизнь современной республики. 8 марта прошлого года президент Садыр Джапаров подписал указ об утверждении государственной программы по поддержке женского лидерства до 2030 года. Она направлена на создание условий для активного участия женщин в политической, экономической, общественной жизни страны, а также на содействие формированию их роли в принятии ключевых решений. Кыргызстан с ООН женщинами вместе продвигает, чтобы у женщин было лидерство, у женщин было равные возможности, чтобы они во всех государственных структурах они присутствовали. И на сегодняшний день 22% Джугурку Кенеша Кыргызской республики тоже это самое присутствуют женщины. В местных советах, значит, женщины присутствуют на сегодняшний день. Недавно только прошли выборы, 42% это самое женщин присутствует. Отношение к женщинам в Кыргызстане заметно меняется. Семейное насилие на законодательном уровне было переведено в раздел уголовно наказуемых преступлений. За 10 лет количество женщин на руководящих должностях увеличилось почти на 15 тысяч. По данным ООН, увеличив занятость женщин всего на 10%, Кыргызстан может обеспечить дополнительный рост ВВП на 4-5% уже к 2050 году. Более 18 миллиардов сомов кредитов женщинам-предпринимательницам выдали коммерческие банки в прошлом году, а 9 миллиардов – небанковские финансово-кредитные организации. Отдельно стоит выделить соцконтракт. У нас более 560 соцконтрактов, да, и из них большая часть это женщины-предприниматели, да, женщины, которые ведут свой бизнес, это и швеи, там есть швейные цеха, столовые и другое, да, где предоставляются услуги. История Кыргызстана знает много женщин, которые изменили ее ход, внесли свой вклад в становление государства. О них сложены народные эпосы, написаны книги. Изучением их биографии занимаются современные историки. Но и в наше время кыргызская земля полна героинями. Собрать их истории и поведать их миру решили организаторы специальной медиакомпании. С прошлого года, с октября месяца, началась у нас такая медиакомпания по сбору таких историй активных, легендарных, выдающихся женщин разных отраслей. Легендарными, активными не считаются только те, которые были у руля, там, я не знаю, какие-то высокие посты занимали, но каждая женщина достойна быть. Например, по Джалабадской области мы собрали 30 историй на сегодня, куда входят и государственные деятели, как уже покойная Зибхан Кутманова, да, которая была акимом нескольких мэром городов, акимом районов, также и в культурной сфере Шахрат Алипова, например, на сегодня очень известная наша певица. Очень много учителей, которые всю свою жизнь посвятили своей школе, да, то есть школьной работе. Туда входят и медики, есть первая трактористка.
Одна из участниц медиакомпании Гульмира Кузакунова. Женщина уверена, ее история поможет обратить внимание общества и властей на проблемы Кыргызстана с инвалидностью. Я думаю, во-первых, это значит признание женщины с инвалидностью, поскольку у нас в обществе очень много стереотипов в отношении женщин с инвалидностью. Я считаю, что это, наверное, все-таки один шаг к искоренению стереотипов и стигм в отношении женщин с инвалидностью, вообще людей с инвалидностью. Мы вырастаем, мы видим, что одинаковые права не всегда соразмерны с одинаковыми возможностями. Если создать равные возможности для всех, то здесь не будет стоять вопрос, насколько женщины с инвалидностью, как и другие женщины без инвалидности, могут себя реализовать как женщина, как человек, как гражданин и вообще жить полноценной жизнью. Все прекрасное, что было создано руками человека, появилось в этом мире благодаря женщине. Она подарила жизнь и ученому, и политическому деятелю, и великому скульптору, художнику. Она и мать, и муза, и защитница. Потому чем больше женщин-лидеров в стране, тем светлее судьба у этого государства. Екатерина Такамбаева, Бибек Джумабаев, ТВ-15.